Салям алейкум! С вами ваша любимая кулинарная передача Храм-Татар Емеклера. Мы вас приветствуем. Как вы видите, мы сегодня выехали на море, на наше любимое Черное море. Харадингас вас приветствует в прямом и в переносном смысле этого слова. И у нас сегодня, наконец-таки, блюдо из морепродуктов. Блюдо под названием сибзели балых. Некоторые утверждают, что у крымских татар не так много блюд из рыбы. Достлар, поверьте, это не так. Об этом сегодня поговорим более подробно. Вот. А блюдо у нас будет из довольно-таки интересной рыбы. И я ее хочу, как вы видите, поймать сам. Но рыбалка довольно длительный процесс, поэтому нам в этом наверняка поможет искусство монтажа или везение. Но, по-моему, у меня клюет. Что клюет, сейчас увидим. Ну что, Достлар, вот она, наша рыба. Смотрите, какая красавица. Красненькая, красивая. Честно признаюсь, я ее не поймал, я другую поймал, но я ее отпустил. Мне ее стало жаль. А вот эту я купил свежемороженую в магазине. И наша замечательная рыба по-крымско-татарски называется перч. Яда денгас копег. Вот такое интересное название. Кто знает перевод, давайте-ка вы напишите его в комментарии. Свой вариант, а мы посмотрим. И, Достлар, по традиции, конечно же, буду рассказывать вам о том, из чего состоит наше блюдо. Из названия, как вы можете понять, сибзели балых. У нас тут будет рыба, вот она, и овощи. Какие овощи? Смотрите, у нас 4 вот такие замечательные, красивые рыбины, которые я сейчас, кстати, освобождаю от внутренностей и, что самое важное, от черной пленки. Достлар, это очень важный момент. Если вы хотите, чтобы ваша рыба не горчила, все внутренности нужно от этой черной пленки избавить. Иначе рискуете столкнуться с тем, что рыба у вас получится горькая. Нам этого не нужно. Если представить, что у нас килограмм рыбы, то на это количество основного ингредиента нам потребуется 1,5 килограмма лука репчатого, обязательно, куда без него, морковь и болгарский перец. Главная скрипка нашего сегодняшнего блюда – это томаты. Почему? Потому что томаты придадут нашему блюду сок, такую вот насыщенность, да, цвет, что тоже немаловажно. Красивое блюдо, оно и кушается по-другому. Соль, понятное дело, черный перец. И по желанию можно добавить также кинзу, она отлично подходит к рыбе, и, например, сбрызнуть нашу рыбу соком лимона. Вот. Это уже на любителя. Основные специи у нас довольно простые. Перец, соль. Все, больше нам ничего не понадобится. Блюдо готовится супер быстро, супер просто. На такой овощной подушке, что ли, наша рыба запекается в парах, исходящих от томатного сока. Достлар. Если будете делать блюдо из той же рыбы, что и мы, свой вариант вы напишите в комментариях, что это за рыба, то у этой рыбы довольно-таки острые, жесткие и опасные плавники. От них нам нужно избавиться. Точно так же, как и от черной нашей пленки. В чем прелесть этого блюда состоит? Оно невероятно быстро и очень просто готовится. Все, что вам нужно сделать, это почистить вашу рыбу, подготовить ваши овощи и запекать поочередно. Точнее, не запекать даже, а так слегка обжарить, что ли, в казане с растительным маслом все наши ингредиенты. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Они не нужны нам жареные, они нужны нам буквально, чтобы все эти овощи замечательные отдали свой сок, потому что рыба будет готовиться в парах от этого сока. И, конечно же, в конце, чтобы макнуть туда лепешку или хлеб, или что вы любите употреблять, потому что это самый магический тоже момент в любом блюде. Достлар, нарезать рыбу можно как угодно. Можно кусочками, а мы ее сегодня запечем целиком, вот прямо вот так вот. Единственное, мы срежем все эти острые и опасные плавники
а будем запекать ее целой. Так она сохранит свою структуру, потому что она может довольно быстро развариться у нас в казане. Ну и больше питательных веществ в ней останется. Поэтому будем запекать ее сегодня целиком. Но для всех тех, кто утверждает, что в нашей крымско-татарской кухне было мало места рыбы, они тоже в чем-то правы. Потому что, например, когда я готовился к выпуску, я нашел такую информацию, что в крымско-татарских домах для рыбы существовал даже отдельный нож. Он назывался балых пычагы. Потому как то, что не дает крови во время того, как его режут, оно почему-то считается нечистым. Рыба, понятное дело, крови не дает во время того, как ее режут. Поэтому и нож для нее был отдельный. Поэтому и мы сейчас руки наши тщательно помыли. После того, как разделали и почистили нашу рыбу, теперь, соответственно, переходим к овощам. Итак, Достлар, наши овощи нарезаны, огонь под казаном горит. Приступаем. И первое, что мы отправляем в казан, это масло. Растительное масло. Немного. Буквально, чтобы, как говорится, смазать стенки. И чтобы на дне было немного масла. Все. Когда мы масло добавили, мы берем наш кевгар и распределяем лук. Первым у нас в казан отправляется лук. Мы дали нашему казану вкусить немного лука, пропитали его стенки замечательным луковым ароматом. Буквально 2 минутки наш лук в казане пробыл и сразу же отправляем туда морковь. Напоминаю, нам не нужно, чтобы наши продукты, наши овощи прижаривались. По большому счету наша рыба будет, можно даже сказать, томиться как раз в этих парах, исходящих от наших овощей. Поэтому наши овощи нам нужны, так сказать, более-менее цельные. Морковка наша тоже слегка прижарилась. Давайте мы ее размешаем все. И следующий у нас отправляется перец. Болгарский перец. И также немного перца сладкого. Здесь даже нет еще основного ингредиента рыбы, но уже запах, аромат замечательный. Даем также прижариться перцем некоторое время и скоро будем отправлять туда рыбу. И уже после того, как мы отправим туда рыбу, после нее мы уже ничего перемешивать не будем. Мы дадим рыбе свое место найти. И потом отправим туда томаты. Томаты, которые дадут главную, как сказать, ноту этому блюду. Сок, аромат, вкус, цвет. Рыба. Итак, рыба наша, напоминаю, мы ее слегка посолили и отправили отдыхать, пока мы нарезали наши овощи. Вот она, красавица, красненькая. Красненькая, ароматная, замечательная. Хочется съесть ее прям так уже. Но нет. Мы готовим сегодня себзели балых. Отправляем поэтому рыбу прямиком в казан. Вот она, красавица. И укладываем нашу рыбу на эту самую подушку из овощей, которые мы так тщательно приготовили. Итак, всем сомневающимся,
Тем, кто заявляет, что крымские татары рыбу не употребляют, у меня для вас вопрос. Как вы думаете, народ, который проживает на полуострове, омываемом двумя морями, Черным и Азовским, неужели они не находили времени для того, чтобы употреблять рыбу? Я вам скажу, находили. Ну, может, какие-нибудь ногаи только. И то, я думаю, что керченские и гизлевские ногаи наверняка рыбу употребляли еще и как. А Ялыбойлю, это наши южнобережные друзья, употребляли рыбу наравне с овощами. Собственно, как и мы сегодня. Себзели балых. Рыба с овощами. Так. Отлично. Даем 2 минутки рыбе полежать на ее овощной подушке и скоро отправим томаты внутрь. Так вот, наши предки довольно много употребляли рыбу, например, бака-баша, в переводе с крымско-татарского это лягушечья голова, так это вот бычки, дорогие друзья. Или, например, бенли балах, или пятнистая рыба, это, например, форель, совершенно верно, и камбала. Камбала имела вообще интересное название рыба-сита. Или, например, элекбалых, что значит рыба-сита. Или камбала. Действительно, да, напоминает сито. И самое время пришло, Достлар, отправлять в казан наши томаты. Вот так красивенько по кругу мы их выставляем. Ох, какой аромат, Достлар, какая красота. Так. И хочу вам напомнить, что огромного какого-то активного огня у нас под казаном не нужно. Мы здесь не жарим, а скорее даже тушим. Рыба эта довольно нежная, приготовится быстро, минут 15-20, поэтому сейчас мы ее будем, так сказать, доготавливать уже на уходящем огне. Все, Достлар. Томаты наши все внутри. Этот замечательный сок тоже туда отправляем. Не выливаем ни в коем случае. Все, что нам осталось сделать, это посолить наше блюдо с замечательной крупной морской солью. И закрываем крышку и ожидаем 15-20 минут. После того, как закрыли крышку, мы ее, конечно же, не открываем. Напоминаю, во избежание того, чтобы все наши замечательные ароматы и соки наш казан не покинули. Теперь все, что нам осталось, это ожидать буквально 15-20 минут, пока все эти ароматы, все эти соки обменяются и дадут нам замечательное блюдо под названием себзели балых. И я уже в предвкушении. Ну что, Достлар, совсем немного времени осталось до того, когда наше блюдо будет готово. Я тут подготовил себе уже небольшие специи. Черный перец, напоминаю, соль, лимон. Я сбрызну лимоном, лепешку подготовил. И, Достлар, напоминаю о том, что на нашем канале уже выходило блюдо с морепродуктами. Там наш знаменитый мастер-медник Рустем Ага Дервиш готовил не менее знаменитое блюдо хамси тава. Очень вкусный, очень интересный рецепт. Ссылку на этот выпуск мы оставим в описании к этому ролику. Так что, Достлар, заходите, смотрите, лайки ставьте обязательно, ну и комментируйте, понятное дело. Ну что ж, время у нас почти подошло. Скоро будем пробовать. Когда дело касается вкусной еды, в моей душе просыпается поэзия. Солнце, едва коснувшись кромки воды, возвестила мне о том, что наша рыба готова. Ее мы и отправимся сейчас наконец-то пробовать. Нет, вилка неправильно. Кевгр. Итак, давайте откроем и посмотрим, что же у нас получилось, Достлар. О-хо-хо-хо-хо. Красота! Красота у нас получилась, Достлар. Какая рыбка, какие овощи. Все это бурлит, кипит в изумительном бульоне. Давайте я положу себе для начала небольшой кусочек, так сказать, на пробу. Вот он. Буквально разваливается наша рыба на волокна. Так.
Всего по чуть-чуть хочу попробовать. Морковка, перец, помидоры, лучок. И, конечно же, наш замечательный соус. Ох, какой он насыщенный получился. В него мы сейчас будем макать нашу лепешку. Так, нет, вы знаете, хочу себе в тарелке вот такой замечательный кусок рыбы. Красивый, чтобы он лежал здесь. О, вот так. Вот так лучше. И побольше овощей. Ох, ароматные. Супер. Супер. Так. Пока откладываем. Крышечкой казан наш снова закрываем. Ну и давайте уже будем наконец-то пробовать. Хочу себе немножко лимонного сока на рыбу. Так, лимон. Пополам его. Супер. Окей. И немножко черного перца. Ну, только так, чуть-чуть, щепотку для запаха. Хорошо. Красота. Лепешечка. Так, ну давайте, наконец-таки попробуем. Так, рыбка наша замечательная. О! Еще очень горячая, но настолько вкусно, что я не могу сдержаться. Достлар, давайте так. Мне неприлично кушать при вас с таким удовольствием, но кушать я очень хочу, потому что получилось невероятно вкусно. Я вам напоминаю, сегодня у нас было блюдо под названием себзеле балых. В казане на костре рыба на овощной подушке. Это невероятно просто, невероятно вкусно, поэтому, Достлар, выезжайте, готовьте крымско-татарские блюда в Крыму. С вами был проект Крым Татар и Меклеры. Меня зовут Алим Аблаев. Корушкенчи и Аштат Лоулсон. Лепешка в сок это любовь.